победы в Великой Отечественной войне! Командующий парада приступить к параду. Есть. Торжественному маршу. Повзводно. На одного линейного дистанции. Знаменная группа прямо. Остальные налево. Равнение направо. Шагом. Знаменную группу представляет группа кадетских классов школы номер 10. Руководитель прапорщик Алексей Романов. За ними идет ансамбль барабанщиц Учелинского колледжа искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, обучающиеся в отделении хореографическое творчество, победители республиканских и международных конкурсов. Перед вами группа кадетов школы номер 10. Идея создания кадетского движения принадлежит Романову Алексею Владимировичу. В 2013 году состоялся первый выпуск кадетского класса. Двое его выпускников, Резяков Артур и Бакал Александр, неоднократные участники Парада Победы в Москве на Красной площади. В 4 кадетских классах курсанты занимаются строевой и огневой подготовкой, изучают восточное единоборство и принимают самое активное участие во всех мероприятиях военно-патриотической направленности. Перед вами, чеканя шаг, идут учащиеся первого полицейского класса Башкирского лицея номер 1. Программа обучения будущих полицейских очень насыщена. Наряду с общеобразовательными предметами в учебном плане огневая, строевая, физическая подготовка. Впервые в этом году торжественным маршем проходят мальчишки и девчонки, входящие в новое объединение «Юнармия» школы номер 5. На протяжении многих лет школа является лидером в вопросах военно-патриотического воспитания детей. Военно-патриотическая работа ведется по авторской программе «Красив в строю, силен в бою». Преподаватель-организатор ОБЖ майора запаса Рябкова Геннадия Валентиновича. Продолжают чеканить шаг учащиеся 10 классов Башкирского лицея номер 1. Среди них призеры творческих конкурсов и спортивных состязаний. Военно-патриотическое воспитание в лицее ведется под руководством преподавателя ОБЖ Штакина Владимира Сергеевича. В лицее номер 3 стала доброй традицией проведения операции «Забота». Мой подарок ветеранам. Воспитание гражданства, чувство патриотизма, нравственности учащихся. Это кропотливая ежедневная работа педагогического коллектива. Дорогие ученицы, давайте еще раз поприветствуем участников парада средней общеобразовательной школы номер 10. В 2017 году школа празднует 50-летний юбилей. За многие годы в школе сложились свои традиции. Изучение истории родной земли, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев города остаются важнейшим направлением воспитания чувства любви к малой и большой родине. Дорогие ученицы, шествие продолжает колонна Учелинского колледжа горной промышленности. В течение 50 лет колледж готовит высококвалифицированных специалистов для горнодобывающей промышленности Республики Башкортостан и Российской Федерации. За годы работы подготовлено и выпущено более 8 тысяч специалистов. Приветствуем колонну работников отдела образования. Поистине неоценимый вклад в победу внесла система образования в лице учителей и учащихся, оставшихся в тылу. В годы войны в Учелинском районе работали 57 начальных и 20 средних школ, 3000 учащихся и 270 педагогов. Уважаемые ученицы и гости праздника, приветствуем колонну общества с ограниченной ответственностью «Учелинская швейная фабрика», которая является одним из ведущих швейных предприятий Урала и лучшим подразделением комбината рабочей одежды. В течение последних 10 лет возложено значительные средства расширения и модернизацию производства. По праздничной площади проходит колонна коллектива Учелинской центральной городской больницы. С первых дней войны учелинские врачи демонстрировали высокий профессионализм или невероятную самоотдачу. Они вернулись с победой в родной район и работали в нем долгие годы.
По площади идет праздничная колонна градообразующего предприятия Учининского горно-обогатительного комбината. За десятилетия работы добыты сотни миллионов тонн руды, произведены миллионы тонн медного и цинкового концентратов. Комбинат является одним из крупнейших производителей медного и самым крупным производителем цинкового концентрата в России. Мы